Да, я знаю, чечен, знаю, что Да. очень Как вас уважаемый. как зовут вас? Алексей? Аслан. Будем знакомы. Будем Да, я. знакомы. Ну как, Алексей, поживаете вы в Оренбургской области? Ну да ну как, блядь. Начальство дрючит, блядь, мы терпим, нахер работаем, блядь. А что еще? Ясно. Нормально. Дети учатся, пожрать, да, дома что есть. Что еще? Родители рядом под присмотром, взрослые родители уже. Ну, А, нормально. а вы в городе живете или в деревне? Ну, знаешь, не деревня, а городской, поселок городской, типа. Мгм. Ясно. Такой средненький, знаете. Нефть, нефть, газ, это работники, но это не по мне, я железнодорожник, железная дорога рядом. Мгм. Вы на железной дороге работаете, да? Я да, да. А кем, если не секрет? Бригадир пути, ремонт железной дороги. М, Ясно. А как у вас дела с мобилизацией? Да сейчас уже никак, Уже все, что ли? конечно. У нас всех забирают поголовно. Нет, у нас никого не забирают уже. Вот когда вот было перед Новым годом, помните, да, октябрь, там что-то, ноябрь, что-то такое. Ну, в сентябре началась мобилизация. Ну, скажу честно, вот у нас поселок, да, вот у нас поселок, я вот живу, 15 тысяч населения, такой средненький, небольшой, 15 тысяч населения. Мгм. Вот 24 февраля 22 года, ну, четверых, я не знаю, может быть, пятерых даже похоронили. Это даже не мои знакомые, это же их не знаю. Вы имеете в виду, кто вот на специальную военную операцию Да, да, поехал? да, 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 мы же про эту тему разговариваем. Ну, сколько мобилизовали? Ну, мобилизовали, вот честно, по слуху вот так вот, да, сколько там у нас мобилизовали? Железной дороги одного, я знаю, потому что это, ну, мой друг, и на железной дороге я работаю, одного мобилизовали, а со всего поселка 15 тысяч, всего 18 человек, не ошибаюсь, 18 человек. Ну, Ну, почему так мало? У нас всех забирают. Вот сейчас мобилизация. Ну, она у нас, в принципе, не останавливалась. Ну, с чем это? нет, нет, у нас нет такого. Ну, повезло. Хотя все должны воевать. Вся страна должна переходить на военные рельсы. Перейдут. Кстати, вот когда Чеченская республика, ну, когда мы мобилизацию объявили, Мгм. Чеченская республика, и, да, по-моему, мы сразу и Ингушетия, да, они там все вместе сразу чуть ли, ну, нормально, прям сразу мобилизация прям поперла. И там и молодые, и взрослые мужики, дядьки, вот. У нас в этот же день тоже прям, я знаю, что шестерых прям забрали. Чеченцев, что ли? 6 человек. Нет, не А, чеченцы, зачем? Ну, русские, да. там ваших. Но у нас просто молодежи много, наверное, поэтому у нас забирают очень на Кавказе. У нас первое место Дагестан, Чечня по потерям. Погибших Да ты очень что? много. А где это посмотреть? Помойка это вранье, нахуй. Нет, ты меня не троллишь? Нет, на самом деле. Бурятия была, сейчас Чеченская республика. Ну, Нет, Бурятия, когда Бурятия была, в каком году, скажи? Это как пиздеж какой-то. Нет? нет, по потерям, вот с начала военной операции, с 24 февраля, первое место была Бурятия, потом Дагестан. Сейчас Дагестан на первом месте, мы на втором месте, Чечня сейчас обогнала, потому что у нас очень много мобилизовано. Да-да. Нет. Не, подожди. Из-за того, что много мобилизованных, это не значит, что много потерь. Да ладно, нет, я не Ну, верю. ну, наверное, Нет, ну, чеченские, не, подожди, чеченские пацаны, мне кажется, они вообще молодцы, они все-таки, у них экипировка, ты видал? Они все-таки, я думаю, что, блядь, там не абы кого берут, там все-таки мужики не, такие, берут всех, сейчас уже всех берут. Вначале брали да? кто хочет, а сейчас берут уже, мобилизуют всех. До пятидесяти Слушай, пяти лет. ну, может быть, знаешь, Ну, да, не может, давайте, я точно знаю, потому что, ну, я же здесь живу, мы же тут каждый день. И меня мобилизуют скоро, брат мой сейчас, ну, он же вернулся на побывку. А, ну, что рассказывать? ну, жарковато.
жарко. Хохлы бьют сдалека, почти противника не видим, говорит. Артиллерия работает, днем и ночью артиллерия бомбит. Ну и наша артиллерия. Такие дуэли артиллерийские, ну и разведка туда-сюда. Выдвигаются, отступают, выдвигаются, отступают. Ну вот, война, война. Хоть называется специальная военная операция, но война. Самая настоящая. Ну, уже, не, это уже все поняли, что да. Сначала, может быть, как бы по плану у них и была операция, да? Да, да, да. Специальная по плану. А потом тоже все уже поняли, что ну какая-то... Но думали, нахрапом хохлов возьмем, испугаем. Не получилось. Слушай, ну согласись, они же уже почти всех и взяли. Потом, Конечно, блядь, уже ж под теракты, Киевом стояли. вот, да, согласись, вот даже у Конечно. нас тут здесь, у нас вот, маленький поселок, и то уже оттуда прибывшие, есть офицеры, десантники, которые говорят, мы, говорит, блядь, нам только, говорит, не хватало приказа взять. А мы уже, мы взяли бы, да и все таких всех. А что не взяли, говорит, а почему? Да Как бы? откуда знать? Мы, говорит, ждали приказа взять. А у нас, говорит, приказ был, оказывается, отступить. Вот, залчу, блядь. Вот такая херня. Мне кажется, просто Путин чуть-чуть мягкий. Мне надо пожестче, пожестче надо. Вы как к Путину относитесь? Положительно, нет, только положительно. Я ничего не плохого, кстати, да, правильно, Виктория, правильно. А я ни разу за него не голосовал. Ну, я за коммунистов, я больше коммунист, понимаешь? Я больше Ну, вы, значит, коммунистический. за восстановление Советского Союза, правильно? Ну, да, мои родители, вот они Вот, как бы... вот и я тоже за восстановление Советского Союза. Хотя Путин молодец вообще, я скажу, что да. Он вовремя успел. Что успел? Он вовремя успел, нахуй, всю вот эту их, блядь, инфантилию приглушить. Европейскую. Ой, даже не знаю. Мне кажется, он мягкий что-то. Последнее время он чуть осторожно очень себя ведет. И я бы что-нибудь какого-нибудь Сталина хотел бы, чтобы вот Да? по-серьезному было. Ну, может быть, А может он быть. такой, ну, интеллигент, сразу видно, питерский. Нужно чеченца, кадыровца нужно, Кадырова нужно президент. Представляешь, да. А был бы Кадыров. Ну, что Отлично, было сказать? отлично все было бы. Правильно. Я за Кадырова. Ахмат Сила. Ахмат Сила, да, я согласен, да, молодец он. Да, Ахмат молодец, да. да. А Рамзан у вас это, да, мужик то, что надо, действительно. Да, поэтому на всю Россию я хочу, чтобы он стал Слушай, президентом. это, Аслан, подожди. Ну, может быть, что действительно какая-то, ну, что-то сдерживает, значит, что-то разведка докладывает, что не так, не пойдет. Ну, блядь, что-то разведка. Я все равно, я не думаю, что... Мы же с тобой половины ни хрена даже не знаем. Конечно, мы-то мало что знаем, понятное дело. Понятное дело. Сам-то ты что, где работаешь, как? Я юристом работаю, юристом, адвокатом. Так, зашел после работы, дай посижу. Сегодня весь день работал, писал кое-что. Дай, думаю, зайду в чат-рулетку. Я был уже несколько раз тут. Дай, думаю, зайду. Пообщаюсь. У нас проблема номер один — мобилизация. Все, ну кто, конечно, есть, кто бегут, уезжают из страны, а кто рвется на фронт, хочет воевать. Вот у меня брат воюет с первых дней. Ну, он у нас военный. Слушай, ну я про мобилизацию сейчас, вот то, что у вас в Чечне мобилизация идет, нет, я не слыхал. Честно скажу, не Вот слыхал. интересно, а почему так тогда? Почему? То, что, может, нас как на убой, что ли? Я не понял. Да ладно, что ты несешь на убой? Да нет. Не, ну а как по-другому? Если у вас нет, а у нас да. Знаешь что? Слушай, а может быть вот сейчас вас, а через 2 недели нас? Нет, ну обещают всех, всю страну переводить на военные рельсы, всех будут и мобилизовать будут, ведь собираются ж хохлы сейчас Москву бомбить, там Петербург, Екатеринбург. Вот Подоляк есть такой у этого, как его, у Зеленского какой-то там. Он прямо говорит, будем бомбить Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Он прямо сказал несколько дней назад. А в Москве уже на крыше, вот видел, наверное, вот противовоздушные вот эти ставят установки. Как она, панцирь, да? Панцирь, Да, по-моему. да, защитная. Хотя в Москве же она ж, ну, Москва же самая защищенная столица у нас. Короче, Кстати,
Я тебе скажу, я сначала думал, это херня какая-то, фейк. А потом гляжу, известие, как бы официальное Я такое. тоже думал сперва как-то. Херня, да, думаю, да. Да, Да да. нет, Руслан, знаешь, давай, мы с тобой все-таки, мы с тобой нормальные же люди. Я думаю, что все-таки не дойдем до того, чтобы они будут бомбить. Хрен они там будут бомбить. Ну бомбили Пускай, же. пусть они лучше сами себя бомбят. Энгельс ведь бомбили, аэропорт военный бомбили. Нет, ну ладно, это... Ну как, нет, самолеты сколько уничтожили Да, они. кстати, это прям, я так думаю, что, наверное, сколько, ну, 1000 километров, наверное, от вас, наверное, да, севернее? Это Ну где-то примерно. да, наверное. Примерно, ну, 1800 километров. Да, да. А от меня тут поменьше. Я тут, наверное, поближе. От меня, наверное, километров 600-500. До Энгельса? Вот, да, да, до Энгельса. И вот у меня там есть родственники в Саратове, звонила им, и они говорят, ну да, был какой-то бах, бах, бабах, туда-сюда. И это, говорит, была, говорит, какая-то там паника, типа того, убегайте оттуда, иначе вам Да. всем пиздец, всем разбомбит. Ну Крымский мост разбомбили, что же ж было. Какой? Крымский мост, крымский. Или А, Керченский. Как он. была атака, да, да, да. Да я есть, помню. много уже атак было-то. Так-то мы знаем. Да и вообще сейчас оборзели хохлы, вообще страх потеряли. Вообще. Да там, по-моему, не хохлы, там уже, мне кажется, ну ты сам знаешь, там уже, блядь, Американцы. по-моему, поляки. Поляки и все это, и прочая хрень, блядь. Да, да. Они... Вот у нас как было, помнишь, когда у нас война была? Там уже чеченцы не воевали, одни арабы, негры, вот все Да, эти там, были. там уже абы кто. Чеченцы уже говорили, давайте остановимся. А эти, Да. блядь, ну да, я Да. знаю. Ну, Вот так же и у хохлов, там уже они не воюют хохлы. Они закончились, мне кажется, хохлы уже. Там уже поляки, американцы, там со всего света. Там ИГИЛ там разные собрали. Ну там полно просто. да там, да, я примерно даже, примерно, не то, что там вот так вот, да, уже нормальный здравый человек уже знает, что там уже хер против кого там воевать. Да против них же и воевать. А Ну, как я дум- так думаю, а вообще ты как вот Аслан думаешь, сколько еще, год, два, Я думаю, лет на 10 это еще. ты так думаешь? Да-да. А что так много? Ну, мне кажется, да там столько ж стягивают, там столько оружия. Вот сейчас Германия танки дала, американцы танки дали. Сегодня про ракеты говорили, ракеты какие-то дальнобойные дают, которые из этих химарсов можно пулять. Ну, короче говоря, так-то, ну, у нас, знаешь, как мне брат рассказывает, они говорят, мы чисто мясом, просто заваливаем мясом. Они нас артиллерией, ну, у нас тоже артиллерия работает, но у нас сейчас артиллерия мобильная. Выстрелил, уехал, выстрелил, уехал. Сейчас стоять уже нельзя, говорит, сразу накрывают. Потому что у них там и спутники, и дроны, и там... Вычисляют моментально, да, Моментально, вычисляют. да, да, да. И говорит, только вот, ну, а наши вот там чеченцы, то разведка, ну, против сам подсуди, против современных технологий, человеческим материалом, просто чисто мясом работаем. Обидно, обидно, да. Обидно. За что? Правильно, за что еще, да, спроси, за что? Вот, Непонятно. кстати, как думаешь, из-за чего эта война? Ой, знаешь, вот я, в принципе, отслеживал с самого начала, с 2014 года. Я уже такой взрослый человек, в принципе. Я с 2014 года и всегда отслеживал. Раньше даже и не думал ничего. А с 2014 года отслеживал. У меня, знаешь, жена хохлушка, ну, как бы там в третьем, в 10-м поколении, да, какие-то родственники, кстати, еще на Украине там каких-то, блядь, родственников еще полно. Я их не знаю, но есть. Ну, они, Ну, те ты дальние скажи, за родственники. что-то, понятно, родственники. Ты мне к теме давай, скажи мне просто смысл, зачем? Вот. Так вот, они говорят, что ничего такого не было. А я им говорю, так, блядь, у вас там нахуй с фашистскими крестами ходили, будем резать всю весню. Я говорю, ну и что мы хотели вас, блядь, ждать? Ну, дело в том, что действительно, ну ты же сам знаешь, что натовцы уже обнаглели, ну да, натовцы, до такой степени, что уже нахуй все ракеты притащили сюда поближе. Вот и все. В принципе, я так думаю. Да у них есть ведь ракеты, и которые добивают. Зачем пододвигаться? Скорее всего, я думаю, что из-за ядерного оружия, ядерное.
Ну, обнаглели. а получается, мы тогда сами пододвинулись к ним, чтобы им поближе было, я не понял логики. Нет. Ну, А ну мы если просто, мы их да, захватываем, пододвигаемся, тогда же они же ближе получаются. я понял тебя. А наша цель именно уничтожить их, чтобы их вообще не было. Чтобы вся Европа отказалась вообще от Европы, от этого оружия. Вся Европа. Кого уничтожить? Хохлов? Не уничтожить, отказалась от оружия ядерного. Вот, это уже что-то новая какая-то версия, никогда не Да? слышал. Ну, это твоя тупая версия. Понятно. Ладно. Ну, у них же в Черном море же нету кораблей, правильно? Ну, я не знаю, не знаю. Нет, у них нету в Черном море кораблей. У них в Черном море корабли только турецкие. Натовских нету. А Турция разве не Поэтому, НАТО? Ты о вот, чем? вот. И поэтому, когда я так Турция думаю, это что НАТО. НАТО, да, НАТО, Ну, правильно. ну, значит, НАТО тогда получается. Если турецкие корабли, то НАТО. Да А нет, слушай, в согласись. Ульяновске, помнишь, тогда Путин тогда сделал базу натовская у нас была, когда в Афганистане война шла, американцы воевали. В Ульяновске же у нас база была натовская. Нет, не было. Как не? Знаешь что, даже если была, я не помню. Нет, я не помню херню такую. Ну, я тебе говорю, и была же такая база была специально для американцев, он тогда сделал Владимир Владимирович. Сейчас я тебе скажу точно. А зачем? А вот я не знаю зачем. Вот ты даешь. Ты мне говоришь, а зачем не знаешь. Нет, Я не... смотри, вот смотри. База НАТО в Ульяновске прекратила свое существование. Вот смотри. Медуза сообщает. Сейчас я тебе покажу. На прошлой неделе ряде федеральных информагентств опубликовали новость о прекращении транзита оружия. Смотри, читай. Не, ну ладно. Если надо, я загуглю то же самое, Да, ну да. вот, я тебе загуглил, ты видишь, смотри. База НАТО в Ульяновске прекратила свое существование. 29 мая 2015 года вышла. Медиа называется. Было, я ж помню, в Ульяновске, помню, все тогда еще удивлялись, что это Путин предал, что ли, что за бардак такой. А? Нет, я не помню. Может быть. Была, ну вот тебе, что забей просто, набери база НАТО в Ульяновске и все. Ну, не знаю. Ну, такая у нас политика, значит. Ну, а что еще могу тоже? Я то же самое реагирую. Я в шоке вообще. Ну а что делать тогда? Мы что, так и будем воевать? А вдруг, знаешь, что сейчас у них экономика у НАТО больше, оружие сильнее. Мы ж так все поляжем. Да и Россию они, если будут бомбить, развалят Да Россию. нет, подожди. Ну, а что? А что они-то плачут и плачут? Плачут и Кто? плачут. Натовцы. Ну, я не видел, чтобы они плакали. Они дают оружие, они... Ты внимательнее посмотри. Ну, я Они что-то не плачут, видел. блядь, а Россия наступает. Они-то плачут, Россия наступает, а не то, что, блядь, Да ладно, они, наступает, ты тоже пропаганды наслушался. Мы под Киевом стояли, какой сейчас не можем, еле-еле Солидар взяли. да. 10 тысяч населения Солидар, ты это знаешь? 10 Да тысяч я населения. знаю, я Деревня, знаю. село у нас в Чечне 10 тысяч есть. Ну, 10-15 тысяч населения села. Поселок городского типа, Да, да? да, обрали сколько там, несколько недель там в общей сложности. Положили там тысячи людей просто. Ну, зэков, их не жалко, в принципе, но все равно люди же. Почему не жалко? Ну Нифига себе, вот ты ладно, даешь. ну ладно, зэки это же что там. Как Да Жириновский зэки, говорил, помнишь, будем зэков в зоны отправлять, он еще до смерти говорил, когда будем зэков, чтобы в нашей русской тюрьме не сидеть, они куда угодно пойдут, говорит. Ну вот, пошли, заработали себе 2 на 2 земляночку. Да, интересно, конечно. Просто не знаем, за что воюем. Вот что странно. Вот поэтому нужен Сталин. Коррупционеров убрать. Вокруг Путина одни коррупционеры. Один Рамзан Сталин Ахматович. не, Сталин не поможет. Поможет. Нужна зачистка. Не, Нужны жесткие расстрелы. Вводить смертную казнь нужно. Ну, надо как по-серьезному все это делать, не, правильно? скажи, что маленько ужесточить это. Слушай, ну а почему Путин-то херовый? Я не пойму. Ну, Нет, я не я знаю. тоже не могу понять. Он что, предатель, что ли? Может, он это самое, не знаю.
Вот Как-то ты со своей... Вот шаг туда, подожди, шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад как-то. Аслан, подожди. Ай, Это вот про Путин. Вот он 20 лет, да, там, ну, грубо говоря, 20 лет. 23. Хорошо. Вот, ну, что вот он хреново вообще для России сделал? В смысле? Хреново. Хреново? Мы не будем брать хорошее. Что он, да я даже не знаю, что хорошее. А что сделал хренового? Ну, хреново. Хорошего не будем брать. То просто про хреновое Ну, говори. про хреновое, смотри, я знаешь, что помню? В 99-м году, как к власти приходил, помнишь он? Путин, Патрушев. Он не тем, в 99-м, знаешь, он на 2000-м пришел. В Ну, 99-м году, да. он премьер-министром был. До этого был директором ФСБ, потом стал премьер-министром, а потом стал, ну, на нулевые годы Ельцин передал ему власть, и он уже в марте 2000 года избрался президентом. А в 99-м, когда он еще премьер-министром был, а Да. Патрушев тогда был директором ФСБ тогда. Помнишь, взрывы Ну, домов он были? сейчас там, Не, он сейчас Совет Безопасности Патрушев возглавляет. Я его называю русский Фредди Крюгер, между нами говоря. Да. Он похож на Фредди Крюгера, если что. Ну, я про Патрушева. Так вот, я говорю, в 99 году, когда к власти приходили, помнишь, взрывы были в Буйнакске, в Москве 2 дома взорвали, один в Волгодонске. И в Рязани при попытке взрыва дома задержали террористов, 2 мужчин и 1 женщину. Помнишь? ну, смутно, ну, помню, да, в то время было время терактов было, да, много Вот, было. вот. А сейчас, кстати, тоже сейчас может начаться. Путин буквально вчера говорил, что Начнется. Не может начнется. начнется. И вот смотри, что произошло. За 307 тогда русских погибло, ну, граждан, мирных граждан. Дом Буйнакский, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. А в Рязани, когда закладывали взрывчатку, задержали террористов. И местное Рязанское ФСБ возбудило дело по статье терроризм. И выходит Патрушев, вот этот русский Фредди Крюгер, и говорит, это были учения, и там не было взрывчатки, а был сахар. Представь, а Рязанское ФСБ возбудило дело по статье терроризм. Представь, экспресс-анализ, экспертиза подтвердила, что был гексоген, а этот говорит, что там был сахар, а не было взрывчатки. Представь. А говорят, это сделали чечены. И пошли нас в крови топить. Сами Да ладно, взорвали своих же русских и пошли нас до крови топить. Вообще непонятно. Может, то же самое сейчас в Хохляндии происходит? ну, не, я не знаю, ну, может быть, происходит, но ты не сравнивай Чечню и Хохландию, нет. Чечня это Россия, согласись. Ну а что, а Чечня ты это... хочешь сказать, Украина не Да, Россия, что ли? Россия, что ли? Да ладно А ты, Украина не нет. Россия, что ли? Да нет, конечно, ты что? Ну это что такое? Обрыв. Вот заговорили про террористов и сразу обрыв. Представь, слушают гады. Да, Я пошутил, да, ФСБ, я пошутил. Слушают, представь, 100% слушают. Сразу же, в прошлый раз и что-то сбой пошел. Ты так не боишься особо на темы говорить-то? нет, да у нас нет, ну, у нас тут мирно, у Ну, нас у нас никаких свобода приказов. слова, мы же живем в демократической стране. Да, нет, у нас приказов других не было, нет. А что такого? Я что-то лишнего сболтнул. А ты что, лишнего что сболтнул? Да нет. Мы Ну с тобой как просто... нет, я тут этого Патрушева Фредди Крюгером назвал, а ты говоришь нет. Кого? Патрушева Фредди Крюгером Нет, назвал. я даже такого не знаю. Ну как не знаешь, вот этот фильм был такой, Фредди Крюгер, ночью приди, там во сне приходил какой-то, фильм ужасов такой был. Не смотрел, нет, я не Кошмар смотрел. на улице Вязов называется. Выпиваешь? Я не смотрел. Да? А ты? Конечно. Чачу пью, чачу. Мне прислали с Грузии. О, это ты что это? Я думал, это у тебя это Зеленский водка у тебя думал. Думаю, ну что, хохол что ли, думаю. Разводит меня, сидит тут. Не, слабенькая, всего 29 оборотов. Я уже когда купил, потом думал, что да, лоханулся. Ну, купил слабенькую. Лимонная, вкусная очень. Жена, конечно, сказала, Будем, как говорится. давай. Ну вот так вот. Слушай, а ты считаешь, Украина это не Россия, что ли? Нет, А почему нет. нет?
Да ладно, Ну, ты это что, наша Россия... земля, это ваша русская земля, славянская. Ты что это? Мне теперь больше тебя патриотом быть, что ли? Ты что это? Нет, подожди, Донбасс, Донбасс Херсон, наш, Херсон, Херсон Николаев, наш, и Киев Николаев, наш. не, Львов, Николаев, ладно, Львов нет, нет, оставим нет, им. не, Аслан, подожди, Киев, он не был никогда наш. Как Нет, не был? нет, Всегда был. А Киев, когда да воевали во ладно. Вторую мировую войну, Великую Отечественную, мы что, за Ну это Киев было, столько людей да положили? ладно, не, Украинский там, фронт был наш. нет, Миллион человек они, положили. Ты чё? Ты так легко не отказывайся. Мы-то кровь да, проливали. Мой дед воевал. Все мой дед воевали. тоже, мой дед тоже воевал. Ну, знаешь, я тебе что скажу, ты вот так вот на истории посмотри со стороны, допустим, 200 лет, 200 лет была российская, а 600 лет она была польская. Ну она, Киев, она больше польский, больше польская. Брать не будем, думаешь? А? Не будем Киев брать? Да зачем он нам нужен? Ну а как? А за что сейчас сражаемся тогда? Донбасс, Николаев, Одесса. И все? На этом остановимся? Ну, Путин говорит, Э, будем брать. Харьков, он, знаешь, Харьков, он сам уйдет к нам. А остальное это будет, ну, Польша, я не знаю, Венгрия, может быть, какая-нибудь. Блядь. Слушай, а почему Чечня тогда Россия, а Украина нет? Что это такие у тебя двойные стандарты? Тогда Чечня тоже, а с чего тогда Чечня это Россия? Это наша земля тогда, мы там жили 1000 лет на этой земле. Русских там не было вообще. Вы вообще пришли к нам с войной, между прочим. В Грузию ушли мимо нас и вот встретились, познакомились. В каком году? Ну, это 4 века назад было, 4 века назад. Ну, знаешь, вот поэтому, вот 4 века назад, вот когда кстати, я вот, блядь, да, вот история об этом, вот, я не знаю, может, твоя история знает, а я вот об этом более Ну, никогда я не знаю. свою историю чуть-чуть знаю, как бы, это же моя история. Мне более... Я и как бы и русскую знаю, и свою знаю. А так, ну, конечно, 4 века назад просто познакомились. Тогда мы вам люлей надавали. А потом собрали новый отряд, пришли снова, а потом опять люлей надавали и завязалось. А оккупировали только уже, когда была вот Большая Кавказская война, русско-кавказская, российско-кавказская, когда имам Шамиль такой был, в 1856 году. Он Это русско-турецкая, наверное, это нет, русско-турецкая, да, нет, называется нет, больше? нет, нет, Нет? нет, нет, нет. Нет? Кавказская? Русско-кавказская, русско-кавказская, да, да. Лермонтов как раз был, да? Вот Лермонтов у нас воевал. Ты знаешь его, что чеченцы его не убивали, Лермонтова? Потому что он Нет. очень смелый был. Он надевал, когда кто-то хотел вызвать в бою, кто-то хотел вызвать огонь на себя, он надевал красную рубаху и врывался. И Лермонтов одевал красную рубаху и врывался в гущу событий на коне. И чеченцы его не трогали, видели, что он такой смелый. И Джохар Дудаев говорил, хорошо, что, говорит, его тогда чеченцы не убили, говорит, а то потом бы русские нам всю плешь проели бы, вы нашего Лермонтова убили. Да, да. А надо было, с оружием пришел, нужно было его там же оставить. Ну, по закону войны, да, по закону войны. Конечно, пришел на чужую землю. Поэтому так что ты это самое, определись, наша это, ваша это наша земля или не ваша. Не. Подожди, Чечня это наша. И даже все вы же знаете. Ну, а Украина, она, как тебе сказать, да, она... Подожди. Архангельск тогда чеченский. Кто? Архангельск чеченский. Не, Архангельск это вообще север. Нет. Астрахань. Ты где сейчас находишься? Ты где находишься? Оренбург. Оренбург, говорю. Оренбург чеченский тогда. Не. Да, все, забираю. Вообще даже не разговариваю, забираю. Да? Конечно, ты же только что мою Чечню забрал. Слушай, а Нет, почему русская земля? Чеченская земля, почему русская? Не, подожди. Оренбург это больше Казахстан. Больше Ну, а казахстанская. мне по барабану. А ты же меня не спрашиваешь про мой А, Кавказ, про мою Чечню. И я тебя не спрашиваю. ну, это видишь, если так рассуждать, тогда да, я согласен. Ну, объясни, почему Чечня это ваша земля? Почему это не наша? Почему она ваша? Ну, кто А кто решил? тебе сказал? Нет.
Там же живет, ты что, ты чеченский народ, правильно? Они Конечно. просто, они просто вошли в Мы состав Российской пять Федерации. тысяч лет не вошли. Единственный народ, который не вошел в состав, а насильно присоединен. Даже в советской энциклопедии было написано. Присоединен. У всех писали добровольно вошли, а у нас написали присоединена. Да. Поэтому мы никогда добровольно не уходим. Нету ни одного юридического документа, подтверждающего, что мы хотим жить в составе России. Ну так. Слушай, ну По эту историю чесноку. я не По знаю. чесноку, Эту если. историю... Давай, за Чечню, за свободную независимую Ичкерию. Да ты что? Нет, такого не может быть. Уже было такое в 92-м году, помнишь? В 91-м мы отделились. Вышли из Советского Союза, между прочим. Первым, да, в 91-м. Ну и к чему это пришло все это дело? Ну, русские пришли и просто раскатали в асфальт все. Ну и что, нормально что получилось? Что получилось? 300 тысяч человек убили, знаешь? 42 тысячи детей убили. 42 Это, тысячи детей до это 15 лет. А? шокировало. Ну это что, нормально что ли? Ну, конечно, ненормально, если вот такие людоеды приходят. Вот ты сидишь, себе водку пьешь, тебе вообще никогда в Чечне не был. Ты говоришь, это моя земля. Вот какого фига она твоя просто, вот мне непонятно. Ну, просто, А ты, просто, вот, а ты вот там сидишь, пьешь, и сейчас вот нахуй мне эту хуйню несешь, нет? в смысле, я тебе говорю, как есть говорю. Причем здесь, что я не понял. Ну, вы же фашисты, вы же имперцы, вы сейчас на Украину напали, на Чечню напали. Вы же просто ублюдки, террористы. Вы же чужие земли завоевываете. Вы же Нет, имперцы. Нет? нет, Как нет. нет? Ну только что ты говоришь, там хохлов будем сейчас всех там вырезать, там Чечня ваша земля. Ты сам сидишь где-то у себя там в Оренбурге или где-то там сидишь и какое твое дело до Украины, до Чечни, сидишь тут геополитик хренов. Что ты А несешь? ты, а ты кто, не хренов? Нет, Ты хренов. нет. Геополитик. Ну что же нет-то? Не, ну сам посуди, давай по чесноку просто, как мужик с мужиком. Ты говоришь, моя земля твоя. С какого перепуга? За то, что твой там какой-то там солдат пришел и там погиб? Поэтому она твоя? Просто объясни мне. Вы должно все по праву быть, правильно? Да, пусть будет так. Ну вот, а ты говоришь, моя земля. Моя земля 1000 лет. Тысячу Ну, лет моя земля, говоришь, твоя. и поэтому что ты решил мне тут доказать? Я говорю, имперцы русские. Вот даже вот такие беззубые, как ты, имперцы. Просто он сидит, бич в собственной луже лежит и говорит, я великий русский имперец. И Чечня это моя. Ну как это твоя? Ну что я, ну, это она вот такой клочок земли по сравнению с большой Россией. И ты мне ее не даешь оставить. Мы вышли из Советского Союза, я тебе историю расскажу. На А равных что ж прав... вы ее не удержали? Ну сил-то меньше, ты что? Я сейчас пятером к тебе в дом ворвусь и тебя изобью, что это значит? Я тебе скажу, ты что, какой же такой нехороший человек, ты квартиру свой, дом не удержал. А ты весь кровавый лежишь такой весь, разорванный на куски, говоришь, извини, не смог, да? Мы никогда не покорялись и никогда не покоримся фашистской России, понимаешь? Каким тогда ты мне предъявляешь-то здесь? Ну вот я просто тебя на разговор выводил, понимаешь? Узнал вот изнутри твою вот эту имперскую сущность. А ты ни за что, у тебя у жены родственники в Ну Украине живут, подожди, а ты убивать собираешься украинцев. Ну кто ты после этого? Ты людоед, обычный русский людоед, понимаешь? Причем ты это не гордость, это вы можете этим и гордитесь. У вас человек, вот Пригожин, который у вас супер-пупер, людей кувалдой по голове бьет. И он у вас герой. не, Представь, ну он просто тебя... задумайся, как вы низко пали, вы террористы, вы просто людоеды, вы, Он тебя, вы столько бешеные говорит. звери просто. Я тебе только что историю рассказал, как русские, Путин с Патрушевым, взорвали русских, убили 307 русских женщин, детей и стариков, обвинили в этом нас, чеченцев, и второй раз в 99 году на нас напали. Ты даже бровью не повел, понимаешь? Твоих русских убили. И твоя же ФСБ, тебе вообще по барабану, понимаешь? У тебя вот нравственность, рамки морали, они у вас отсутствуют. Вы просто, если вы звери, то вы бешеные звери. Как Путин нас называл, я также называю вас теперь. Он говорил, что это мы взорвали эти дома. А дома взорвали вы.
понимаешь, ваша ФСБ. А ты сидишь, это все хаваешь, и тебе вот сидишь, водку пьешь, да, взорвали. Тебя завтра взорвут, завтра тебя мобилизуют, то детей на войну отправят. Ты знаешь, что там происходит в Украине? Там ужас, что происходит. Там уже сотни тысяч людей погибло. И тех, кто за Россию был, погибают. Мелитополь, Мариуполь, Бахмут, Солидар. Это все пророссийские были территории. Там нету ни одного живого здания. Это вы так русский мир несете? Вы просто на всю голову долбанутые, понимаешь? Фашисты. Сам ты такой. Так что, дружок, ты это самое должен, знаешь, у чеченцев есть такая пословица, кунах, есть такое выражение, кунах, это рыцарь, значит, у чеченцев. Кунах не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Это чеченская пословица, если перевести. Рыцарь не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Так вот, вы, русские, до того запутались, или вы так аморальны, что вам абсолютно плевать, кто вас убивает. Главное, вам вот в уши вливают, что Великая Россия, мы это. Нет никакой Великой России, дружок, нет никакой, понимаешь? Ваша Тебе кто сказал, что Великая Россия? Да ваш по телевизору днем и ночью Это рассказывает. ты знаешь, что телевизор? Ты свой смотри телевизор. Да у меня ж нет, вы же захватили мою страну, у меня вот ваш Ты вещает. что ты говоришь? Все тебя захватили. Что ж ты такой несчастный? Все тебя захватили. Русские тебя захватили, бля. Сейчас тебе еще нахуй фашисты захватят. Русские Чё? есть фашисты, русские есть фашисты. Самые настоящие империалисты, фашисты. Да, захватим тебя тоже. Что ты, блядь, переживаешь? Не переживай. Да я не переживаю. Если бы я переживал бы, я бы с тобой сейчас тут не говорил бы, понимаешь? А что бы ты сделал, интересно? Ну-ка. Не переживал бы просто, я же не переживаю, просто сижу с тобой, разговариваю. Сидел бы, переживал бы, если бы переживал бы, понимаешь? Да, интересно, ты, конечно, собеседник, блин. Ну, Ну, смотри. наполовину. Знаешь, я с тобой наполовину, может быть, Смотри, согласен. чеченцев 1 миллион. 1 миллион. Русских 140 миллионов, россиян 140 миллионов. Да, я согласен. У вас оружие, атомное оружие. Достаточно было бы маленькую бомбу сбросить на Чечню, чтобы из нее превратить там нежилое, площадь, которая 100 лет Но русские этого не сделали? Не сделали, не сделали. Да. Но они просто вырезали всех, понимаешь? Вырезали женщин, детей, беременных женщин, животы разрывали и детей убивали прямо в животе, понимаешь, ваши русские? А ты на суде это докажешь? Конечно, мы сейчас материал подготовили, вот такие тома у нас есть. Да, вот такие тома, блядь, с вот такими, блядь, нахуй прописями. Вот я тебе и говорю. Есть. Я тебе серьезно говорю, я тебе ничего не выдумываю. Ну вот смотри, ладно, оставь чеченцев, не жалко, это там дикари, вы нас за людей не считаете. Ты скажи за своих русских, скажи, вот ваш Путин с Патрушем вашего русских взорвал. Почему ты вот это так спокойно Почему ты сказал, что здесь меня не жалко? Ну потому что вы так делаете всегда, вы себя не жалеете, кого вы пожалеете? Нет. Это ты сам себя не жалеешь. Чечня такая же Россия, как и все остальные. Что ты несешь? Вот тебе,